Abbasary Annamuradov. Born in 1941, Annamuradov became one of the most prominent figures in Turkmen contemporary sculpture. After graduating from the Tashkent State Institute of Arts and Culture, he went on to receive many prestigious state honors and titles, including People's Artist of Turkmenistan, Maktimguli State Prize, and For the Love of the Motherland Medal. From 2007 until 2012, he was the chairman of Turkmenistan's Artists Union. In 2012, he became an honorary member of the Russian Academy of the Arts. В 1959 году я впервые видел Туры-Байрамова, он был дипломником. Он какой-то смотрелся как-то необыкновенный, как-то живой такой, вот, сильно живой. Когда показывали, что рисунок, показывали, что он рисовал, мы не верили, что он рисовал. Мы думали, это рисовал какой-нибудь большой, крупный художник. Я как-то невольно спросил, говорит, это ваш рисунок? Он на меня так удивительно смотрел, улыбнулся, говорит, да, и побежал. Такой, да. Он тогда впечатлял как-то такого, потому что для нас первокурсников, он не просто был пятикурсником, дипломником, он был потрясающий рисовальщик просто. Вот в этом-то все вот захватывающий момент в этом заключался. Вот, а таких же много было, которые учились, но он сильно выделялся среди них. Потом он, конечно, учился в Москве, мы тоже окончили, там уехали, приехали в Ашхабад. Он уже был известным, довольно известным художником, довольно Абдубайрамов. Он был любимцем, в общем-то, собственно говоря. По характеру, по таланту он был один из ведущих, в общем-то. Характер у него, конечно, потрясающий такой. Никогда в хмуру не ходил, как-то так, открытым лицом, как-то доброжелательность такой у него есть такой вот. Ну, так и мы работали, шли годы, уже подружились с ним не дружить, это невозможно было, просто вот такой человек, такой. И он как-то мне предлагал, говорит, надо тебе рисовать. Я говорю, друзья, мне просто времени нету. Я работал там, и там. И... Вот я подожду. И он ждал. И когда я уже перестал работать там, в Союзе художников, он еще год, наверное, потому что он занят был, работал там, а потом сказал, говорит, слушай, говорит, уже вот время давно подошло, говорит, давай, приходи, будем рисовать тебе. Я говорю, а сколько надо? Я знаю, что как начнется, тебе не отпустит, все, у тебя не будет такого, вот, сказать, у меня времени нет, у меня пойти туда, это отпадает тоже. Он уже сосредоточился на произведении, он так и будет работать, все. Все остальные работы, остальные планы, остальные проблемы уже отпадают, не считается полностью должен быть таким. Ну, я, конечно, согласился на этом, думал, дня 3, наверное, так, буду сидеть у него, такой вот, привез всякое вот это озерство и, по колориту, как он подберет, в общем, да, как он хочет колориту. Он же очень любил колористов, Веласкеса, там, Эльгрека, там, это любимые художники, такой большие, Сезанн такой он очень любил, такой, да, вот. И он подбирал вот самый такой. Мне это понравилось, потому что он подбирал такое, не такое какое-то торжественное, вот, как обычного вот, художника, скульптора, вот, который может находиться в таком, да, узнавать можно было. Ну, потом прошел день-два, я смотрю, блестящий портрет, недоконченный. Я его начал уговаривать, я говорю, други, давай больше не будем, говорит, это может испортиться, говорю, свежий, схваченный, как красивый, как характер, образ, все есть, говорю, и тональность как очень красивая, как то по тону так идет красиво. Он на меня смотрит, да нет, говорит, но он же никогда не слушает. У него, может, это он правильно делает, так. Но мне он очень понравился, вот начало стадии его самой работы, да, очень свежо, схвачено просто, вот, сильно. Я сам по натуре люблю, когда дорабатывает, в принципе, вот. Где-то, конечно, становится лучше, но где-то теряется, уходит, как впечатление уходит такое. Ну, он, наверное, еще работает дней 5, наверное, даже больше.
такого. Ну, получился портрет совершенно хороший портрет, красивый портрет. Я имею в виду художественный, красивый такой. Глаз у него просто, конечно, и как я сказал, просто точный глаз. Рука у него твердая, такой вот, школа такой у него очень крепкая. This portrait of Babasare Annamuradov was created in 2013. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Искусство трудно объяснить. Когда объясняешь, оно не искусство. Его надо как-то прочувствовать, надо все это. Во-первых, мне легко объяснить от того, что так не рисуешь. Понимаешь, такое, бывает такое, ты сам так не сделаешь. Вот были передвижники, русские передвижники, вот Репин, Крамской, там, Серов, там, Суриков, они поехали в Италию однажды как-то. И увидели вот эту галерею, вот, я сейчас не помню галерею итальянскую, увидели вот этот портрет Иннокента X в Веляскесе. И Крамской пишет вот своему другу, Россию, видели, говорит, Веласкеса, говорит, мы, говорит, все поражены, говорит. Потому что вся Рим для нас это Веласкесский портрет, говорит. И чувствуешь, говорит, ты так не сделаешь, говорит. Кроме того, как он как написал, как что такое, другое есть, говорит, это заложено, говорит, которое ты не можешь это сделать. Поэтому не всегда можно объяснить, почему это красиво или хорошо. Это надо почувствовать надо, что вот мастер, вот он вот поставил мазок, у него все продумано в этом мазок. Не просто вот взял, скопировали его. Он ищет свою гармонию, внутренний мир этого человека. Ответ труды в основном написал те люди, которые знал хорошо. Долго годы рядом жили эти люди жили. Ему вот через краску, через рисунок раскрыть образы ему уже не трудно. Это который человек может быть несоединенным, может подумать, что вот он взял, ты просто нарисовал. Это не так, он создавал. Очень хотелось бы просто видеть эти работы вот, в Ашхабаде, в Ашхабадском музее. Вот, допустим, музей Курбы-Байрама, он больше ничем другим не занимается же, в принципе. Он сосредоточен только на этот, на работу, на живопись, на картине своей такой. Он никогда не говорил о ком-то, о другом, о чем-то таком-то. Он никогда не был ни сплетником, ни интригантом, ни другим таким-то. И вообще не любили эти разговоры. Он же говорил же, вот, я помню, когда он был в Метрополитен музее, смотрели Рембрандта, я ему очень даже верю, представляю даже, что он заплакал, смотрели Рембрандта картину, заплакал. Представляю, человек увидит вот шедевр такой, да, и вот так настолько трогает, и он слез свой не мог удержать там. Он говорит, я отвернулся, говорит, я представляю его таким, потому что истинный художник только так чувствует, понимаешь, как-то такое ощущение проводит такое. Может, ощущение радости, ощущение того-то. Бывает такое вот. Человек иногда плачет не только от горя, от радости бывает, что плачет такого. И видеть этих шедевров тоже радость же, большой радость же, вот такой же. Если же Дурду-Байрамова картину, вот его портрет, его натюрморт, его вещь увидим, как будто он рядом, потому что его творение живет, человек не умирает тоже. Он тоже живет со своими картинами, так же, как Ван Гог, скажем, как Рембрандт, как другие великие художники. Так что он всегда будет жить, человек всегда, пока его творение будет жить среди этих. Ну, в принципе, Дурду-Байраму можно много чего говорить, много чего такого, да. Но в основном его жизнь, его сама жизнь, его поведение, это жизнь художника. Вот жизнь отдана вот этому живопису, творению человека. Он полностью себя отдавал, полностью. Вот у него такой вот, бывает такой совесть перед этим, перед искусством такой вот. Не халтура, которая вот хочет угождать кому-то, там делать другое, там третье, у него такого нет.
Поэтому он большой художник. Поэтому, когда вот сейчас мы Бахарка что-то о том и другом говорили, о нем, каком-то таком, да, вот, мне самому не доходит, что вспоминаю, как-то так плакать хочется, честно говоря, потому что мы понимаем, кого теряем же. Не просто вот хорошего того приятеля, друга, там, коллегу такого, а великолепного к тому же художнику, что редко бывает. Понимаешь, такого? Его жизнь – это его искусство. Искусство вечное. Это достаточно эта фраза. Понимаешь, такого? Если творения не будет, значит, этот человек забудется, все. Пройдет время, и благодаря вот это творению Дурдубайрамова, благодаря его папе, его дед останется в истории искусства от того, что рядом были этот момент, создавали его, потом не ставили же эти шедевры вот так, как попало же, правильно? Берегли его как-то, как зеницу ока теперь берегут, то ли все делают такое. И дарит человечеству, дарит этот музей, это же подарок. Дурдубайрамова без живописи нельзя уже представить. Просто Дурдубайрамова нету. Есть такой художник Дурдубайрамов. Понимаешь? Просто Дурдубайрамов может есть для, вот, допустим, для жены, там, для кого-то, того-то, да, для людей, которые любят искусство, которые любят вообще такие творения. Конечно, есть Дурдубайрамов творец, художник. Он должен и вечно жить.